Возникновение предков татар и других тюркских народов связано с регионом Алтая. Хунну – кочевой народ, древние предки татар населяют степи к северу от Китая. Хунну создают племенной союз, хунскую державу, в которую входили тюркские племена. Ее основателем и первым правителем Шаньюем стал Моде. Великую китайскую стену начинают строить для защиты от усилившейся державы Хунну и других кочевых племен. Хунская держава, потерпев поражение в борьбе с Китаем, распадается на северную и южную ветви. Представители северной ветви, перекочевавшие на земли между Волгой и Уралом, дали начало новому народу – гуннам. Подталкиваемые политическими факторами и изменением климата, гунны двинулись на запад, достигнув пределов Римской империи. Их движение положило начало великому переселению народов. Гунны сформировали мощное государство – Гунский союз с центром в Паннонии, современная Венгрия, расцвет которого пришелся на время правления Аттилы. После смерти Аттилы гунское государство распадается. Потерпев поражение от германцев и других прежде подвластных им племен, гунны рассеиваются и смешиваются с другими кочевыми народами. Потомки гуннов, оставшиеся в Азии, образовали тюркский каганат во главе с родом Ашина. В это время впервые встречается упоминание татарских племен – Утус-татар, Токус-татар, участвовавших в создании тюркского каганата. Тюркский каганат распадается на западно-тюркский и восточно-тюркский каганаты. Государство Великая Болгария создано в Причерноморье наследниками западно-тюркского каганата, булгарскими племенами. Наивысшего расцвета оно достигло в правлении хана Кубрата. Восточно-тюркский каганат был захвачен Танской империей и прекратил свое существование. После смерти Кубрата Великая Болгария прекратила существование. Сыновья Кубрата откочевали со своими племенами на Балканы и на Среднюю Волгу. Оставшиеся стали данниками усилившихся хазар. В результате перемещения болгар возникли Дунайская Болгария и Волжско-Камская Болгария. Под натиском империи Тан, тюргешей и вследствие феодальных междоусобиц западно-тюркский каганат распался. Татарские родоплеменные образования, кимаки и кипчаки, создали кимакский каганат, располагавшийся на территории современного Казахстана и Южной Сибири. Кимакский каганат ослабевает под давлением монголоязычных племен и внутренних междоусобиц. Кипчаки откочевывают на запад. Татарские племена – белые татары, черные татары, дикие татары, происходившие из западно-тюркского племени Шато, создают свои ранние татарские государства. Тимучин, провозглашенный Чингисханом, великим ханом, объединяет татарские и другие племена и основывает Монгольскую империю, получившую свое название от племени, которому принадлежала правящая династия. Старшему сыну Чингисхана Джучи были выделены в удел все западные земли империи, в том числе и те, что еще только предстояло завоевать. Войска Батухана завоевали Волжско-Камскую Болгарию. Город Болгар становится первой столицей Улуса Джучи. В правлении Менгу Тимура Улус Джучи, известный в старорусских источниках как Золотая Орда, становится независимым от Монгольской империи. Золотая Орда трансформировалась в конгломерат государственных образований, получивших в русской историографии названия: Астраханская, Казанская, Крымская, Сибирская, Касимовское ханство, Большая и Ногайская Орда.
В рамках этих государств формируются современные этнографические группы татар: астраханские, казанские, крымские, сибирские, касимовские татары.